Вот уже месяц Елена Распутина не спит по ночам. Она живет в доме, с которого началась серия поджогов. 25 июля здесь в результате пожара погибли 2 человека. В итоге первый подъезд дома снесли, но во втором по-прежнему живут люди. Мы просто в панике сейчас, вообще не знаем, что нам делать, как быть, как охранять свой дом. И получается, и днем нужно дежурить, потому что и днем поджоги получаются. Изо дня в день жители этих домов выходят на ночные дежурства. Это единственный способ обезопасить себя, считают они. В дозор выходят даже с собаками. Светлана Шинкаренко также охраняет свое жилище. Она опасается, что ее дом может стать очередной целью поджигателей. Женщина признается, ей уже довелось пережить один пожар, и столкнуться с этим снова она не хочет. Мы покой, сон потеряли, поэтому мы все время здесь находимся. Вот сейчас пойдем вокруг обходить. Но это что такое? Женщины ходят и караулят свое жилье. Начиная с 25 июля в этом районе произошло уже 3 пожара и 8 крупных возгораний. Местные жители в своем мнении едины. Это непростое совпадение. Чтобы предотвратить возникновение новых происшествий, сотрудниками полиции было усилено ночное патрулирование. Ежедневно у нас выставляются патрули, пешие патрули и автопатрули. Проверка подозрительных лиц и автомашин. По данным городской администрации, большинство возгораний начались с домов, признанных аварийными. В связи с этим было принято решение ускорить процесс их сноса. Сейчас стражу правопорядка выясняют все обстоятельства и причины пожаров, но пока что никакой конкретики нет. О том, кто стоит за всеми поджогами, нам еще предстоит узнать. Евгений Заборовский, Максим Бурцев, Вести, Якутск.